Отрывок из повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». На сцене заслуженная артистка России, актриса театра и кино Анна Большова. Солдат подходил все ближе и ближе, потом остановился нерешительно, тоже оробел, увидев на окраине аула безмолвную толпу людей. Он, наверное, подумал, что это за люди, почему они молчат, почему стоят, как вкопанные. Может быть, они кого-то ждут? Солдат раза два оглянулся на дорогу, но кроме него на ней не было ни души. Босоногая девчонка, что стояла впереди нас, неожиданно выкрикнула: «Это мой брат! Аширалы! Аширалы!» И, сорвав с головы платок, кинулась к нему со всех ног. Бог ее знает, как она его узнала. Только крик ее, как выстрел, вывел всех нас из оцепенения. Да ведь это он, Аширалы, это он, зашумели голоса. И тогда все, и старый, и малый, все мы хлынули толпой. Когда мы бежали к солдату, раскрыв объятия, то мы несли вместе с собой всю свою жизнь, все пережитое и выстраданное. Наши муки ожидания, наши бессонные ночи, наши поседевшие волосы, наших постаревших девушек, наших вдов и сирот, наши слезы и стоны, все наше мужество несли мы солдату, победителю. И он, вдруг поняв, что это встречают его, тоже побежал к нам навстречу. О, победа! Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, победа! Здравствуй! Прости наши слезы, прости мою невестку Алиман за то, что билась головой на груди Аширалы и спрашивала, тряся его за плечи: где мой Касым? Прости всех нас, победа! Столько жертв принесли мы ради тебя. Прости все наши крики. Где остальные? Где мой? Где мой? Когда вернутся все? Когда вернутся все другие? Прости нас, солдат Аширалы, за то, что отвечал всем нам вернуться. Родные мои, все вернутся, скоро вернутся, завтра вернутся. Прости нас, победа, прости. Когда я обнимала и целовала Аширалы, я думала в ту минуту о Джейнеке, о Малинбеке, о Касыме, о Саванкуле. Из них никто не вернулся. Скажи мне, мать-земля, скажи правду, могут ли люди жить без войны? Ты задала трудный вопрос, Тонгулай.
всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: остановитесь, не проливайте кровь. Я и сейчас повторяю: эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно? Земли? Вот она я, земля. Бросьте в борозду одно зерно, и я дам вам 100 зерен. Посадите ветку, и я выращу вам чинару. Посадите сад, и я засыплю вас плодами. Размножайте скот, я буду травой. Живите, плодитесь, умножайтесь. Меня для всех вас хватит сполна. Я безгранична, я бесконечна, я глубока и высока. Ты спрашиваешь, Тонгунай, могут ли люди жить без войны? Это не от меня, это от вас, людей, зависит, от вашей воли и разума.